Салям алейкум! Музыка – неиссякаемый источник вдохновения. Она заставляет двигаться вперед, а для некоторых музыка – это глоток воздуха. Сегодняшним нашим вдохновителем будет Марлен Сеттаров. Салям алейкум, Марлен бей! Салям алейкум, Гульзар Хану. Как дела у вас? Ну, Аллаху шукур, все нормально, все хорошо. Сегодня мы проведем такой небольшой лайв-концерт. Расскажите, чем вы будете удивлять наших зрителей? Сегодня мы предоставим нашим слушателям, зрителям песни, которые на сегодняшний день близки по духу. Вот. И я думаю, что те песни, которые будут исполнены, они знают, это будут народные и где-то современные песни. Самое главное, что все сегодняшние песни будут исполняться вживую, и помогут нам в этом наши замечательные музыканты Ружди Меметов и Марлен Аха Халилов. Марлен Аха, с чего начнем? Начнем с авторской работы. Этой песней я, в принципе, горжусь. Называется она «Инджи Дане», «Данеса». Музыка написана мною, а на стихи Майя Софет. Vücudum birine ucunda akıra acıda tenimde yarası Ozumlu çoydurdu tebessüm bakışlar denizde gizlengen birinci tanesi Nazından usandım boldan donuldum delilik içinde o inme asıl Yalıdan nenerim denizde dağlarım kaburcak içinde saklı bu Çevir koz yaşından boyunca dizerim güzelim reddetme bakışın alsın Yıldızlar selinden arama dokurum güzelim reddetme bakışın alsın Nazından usandım boğdan donuldum delilik içinde o inteme asıl Yalıdan nenerim denizge dalarım kaburcak içinde Nazından usandım, boldan donuldum Delilik içinde o inteme asıl Yalıdan nenerim, denizge dalarım Kaburcak içinde saklı bulutulsun Nazından usandım, boldan donuldum Delilik içinde o inteme asıl Yalıdan nenerim, denizge dalarım Kaburcak içinde saklı bulutulsun Nazından usandım, boldan donuldum Delilik içinde o inteme asıl Yalıdan nenerim, denizge dalarım Kaburcak içinde saklı bulutulsun Kaburcak içinde saklı bulutulsun Kaburcak içinde saklı bulutulsun Марлен Аха, с чего начался ваш творческий путь? Ну, я думаю, как у всех артистов, творческий путь начинался с музыки, с музыкальной школы, с фестивалей, с музыкальных конкурсов. Вот. Потом высшее учебное заведение, ну и пошло так. Почему вы решили заниматься крымско-татарской музыкой? Ну, во-первых, потому что я крымский татарин, это раз. Во-вторых, что я живу на родине, в Крыму. И в-третьих, это самая близкая для меня культура и по силу, и по духу, и по звуку. Помните ли вы свое первое выступление? Нет, не вспомню. Не вспомню, но в принципе так, одно из самых первых выступлений, я помню, это было у нас в Белогорске, Харасу-Базаре, на тот момент Дом пионеров он еще назывался. Я ходил на вокальный кружок, и там у нас в конце
как и везде, в принципе, в конце года бывает закрытие сезона. Вот. И я там исполнял первую для себя песню, первую песню для своих родных, которые присутствовали в зале. И даже, вот честно, даже не вспомню, что это была за песня, но выступление было на ура. У вас в семье кто-то еще занимается музыкой? Нет, в семье у меня нет музыкантов. У меня есть родственники, которые музыканты. У меня тезешка, тетя моя Урия, она музыкант. А все как бы вот остальное. А кто привил тогда любовь к музыке? Не знаю, вот как-то она само привилась. А какая будет вторая песня? Вторая песня, я думаю, знают многие наши дедушки и бабушки, но я ее сегодня попытаюсь исполнить в чуть-чуть другом интересном жанре «Бахчалар Дагестане». Выронис? Bahçalarda kestane, bahçalarda kestane, dökülür tane tane, dökülür tane tane. Bahçalarda kestane, bahçalarda kestane, dökülür tane tane, dökülür tane tane. Amanım civanım gel yanıma, liralarda kayım gerdanına. Amanım civanım gel yanıma, liralarda kayım gerdanına. Bahçalarda fesülgen, bahçalarda fesülgen. Şu güzel kız kimegen, şu güzel kız kimegen. Bahçalarda fesülgen, bahçalarda fesülgen. Şu güzel kız kimegen, şu güzel kız kimegen. Amanım civanım gel yanıma, liraları takayım gerdanına. 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 Марлен Аха, вы один из немногих крымско-татарских исполнителей, который пишет сам авторские песни. Расскажите, пожалуйста, об этом, как рождаются ваши песни. Ну, как рождаться? Как, наверное, у всякого творческого человека приходит вдохновение, есть вдохновение, значит, можно что-то делать, что-то писать. Из всего этого иногда такой для себя делаю вывод, что написать песню — это не то, что там сложно или трудно, это нужно иметь обязательно настроение. А для того, чтобы было настроение, конечно, должно приходить какое-то вдохновение. Вот. Откуда вы черпаете это вдохновение? Вдохновение черпается, наверное, я очень люблю путешествовать. Вот. И, наверное, после того, когда, объездив несколько стран, то есть за какой-то период, приезжая сюда, в Крым, какое-то вот появляется вдохновение, когда можно сесть и написать что-то вот для себя. Вы очень часто путешествуете, можно так сказать. Расскажите, в каких странах вы уже были и где хотелось бы побывать? Ну, скажу одно, то что на сегодняшний день мы с друзьями всегда берем какую-то необычную страну. Это из района Южной Америки, Центральной Америки. Вот. Побывали в Мексике, побывали в Аргентине, побывали в Бразилии, побывали в Панаме. Это вот буквально вот в этом году получилось, повезло побывать в Панаме. Вот. И когда ты видишь колорит этих стран, самобытность, культуру всех этих стран, то
понимаешь, насколько культура все-таки, и наша богатая культура, она созвучная с нашей природой, с нашим Крымом. То есть это круто. А вот из последней поездки что больше всего запомнилось? Из последней поездки запомнилось необитаемые острова, архипелаги, которые находятся в части Карибского моря. То есть острова, они вообще просто необитаемые. На них, конечно, живут необычное население Куно. Вот, и попытал счастье с ними познакомиться, с их культурой. И довольно-таки очень интересно. А часто ли вы летаете отдыхать? Ну, стараюсь раз в год. Стараюсь раз в год, да. Какая будет следующая песня? Следующую песню я хотел бы представить «Севдалар Севдасы» на стихи Урие Кадировой. Denizlerden mavisi, dağların sedası, senin gönlünde saklı, senin benim bahtı günlerim, umut dolu sözlerim, seninle güzelim bağım, senin sevdalar sevdası. İki kalp bir olsa cana can sevdası, sevdalar sevdası, hayaller deryası. İki kalp bir olsa cana can olur sevdası. Sensin benim kısmetim, tek sana ben sevdalım. Sana sensin benim baş yazım, sana baktı bakışlarım. Tek sana ben sevdalım. Sana sevdalar sevdası, hayaller deryası. Kalp bir olsa cana can sevdası, sevdalar sevdası, hayaller deryası. İki kalp bir olsa cana can olur sevdası. Sevdalar sevdası, hayaller deryası. İki kalp bir olsa cana can sevdası, sevdalar sevdası, hayaller deryası. İki kalp bir olsa cana can olur sevdası. İki kalp bir olsa cana can olur sevdası. А как вы считаете, достаточно ли в Крыму площадок для реализации артистов? На сегодняшний день недостаточно, потому что, чтобы вот это все было, нужно, чтобы развивалась культура. А для того, чтобы развивалась культура, как раз-таки нужно
площадки, да, там концертные залы, то есть заполнять эти залы. На сегодняшний день я думаю, что это очень трудно. Ну, хорошо, что у нас есть сегодня там концерты, которые делаются как и благотворительным путем. То есть у нас есть крымско-татарский театр, у нас есть побывать, послушать нашу музыку на свадьбах, на крымско-татарских вечеринках. Вот. Но я считаю, что этого недостаточно. Ну вот я же говорю, потому что наша культура, она развивается медленно. Вот когда она будет идти своим быстрым таким, ну не быстрым путем, а вот правильным путем, тогда я думаю, что будет и концертные площадки, еще больше концертов, и еще больше, наверное, артистов, которые будут преподносить, петь наиболее качественную музыку, качественный контент. Вы работаете в Крымской государственной филармонии, правильно? Да. Работаю в филармонии с 2003 года. На сегодняшний день, по сей день я там же работаю, в камерном хоре, артист-солист. И хочу сказать, что все-таки живая музыка, да, хор, камерный хор, это имеет большое значение. Мы, кстати, в этом году готовим очень интересную программу на крымско-татарском языке. Она будет называться «Гузель Харым». И я думаю, как она будет готова, мы обязательно вас пригласим. Талант-шоу «Джанлы Сес». Вы наставник этого проекта, ежегодно работаете с детьми. Что можете рассказать вообще о своей деятельности в качестве наставника? Вообще «Джанлы Сес», наверное, это отдельная глава, не то, что там в моей жизни, а вообще вот в нашей культуре. Я вот много сегодня говорю слово «культура», крымско-татарская культура. Вот тут можно говорить про все, потому что проект, этот масштабный проект, он несет в себе настолько много положительных качеств, где дети, которые, приходя на конкурс, и, во-первых, да, там плюс, самые плюсовые, минусов практически никаких не могу сказать. Но вот плюсы, одни плюсы только в том, то, что, во-первых, наш язык крымско-татарский, то есть каждый наставник хочет как-то вот заявить о том, что мы должны говорить на крымско-татарском языке, да, устали сделав отмеги. Второе, потому что наши дети, они сейчас, ну, не сказать прям конкретно, вот они учат наш язык, а хотелось бы, чтобы у них желание появлялось. И вот это желание, то есть Джанлы Сес, она дает вот это желание прививать нашу культуру, наш язык, нашу музыку и раскрыть свой талант уже на большой-большой сцене, да, который вот проходит вообще просто с масштабным прорывом. Бывает ли такое, что ученики вас чему-то учат? Конечно, бывает. Это нормальный процесс, когда, во-первых, ты работаешь с молодежью, да, то есть приходит ученик с 7, 8, 9 лет, то есть молодежь сейчас совсем другая, то есть это поколение совсем другое, то есть у них совсем другие какие-то взгляды на музыку. И когда ты им хочешь предложить, бывает, да, там момент, когда у наставника есть два ученика, и один ученик поет эстрадным голосом, второй ученик, ученица поет народным голосом. И у тебя такая большая задача, ты не знаешь, как это совместить. Вот просто думаешь, как совместить эстраду плюс фольк. То есть такая практика, это тоже нормально. И тут, исходя из этого, когда ученик говорит, а давайте сделаем вот так, да, Марлен Уджа, давайте вот так сделаем. А я говорю, конечно, если это будет слышаться, смотреться, и это будет звучать хорошо, то тогда, конечно, можно это придумать. И вот понимая то, что хотят ученики, от этого извлекаешь, ага, ну, в принципе, все вроде бы нормально. То есть из этого тоже можно, я чему-то учусь, что всегда можно как-то вот микшировать все это, мешать, и получается какой-то интересный результат. Во второй части концерта уже стало хорошей традицией, что во второй части концерта победители прошлых лет выступают с нашими звездными наставниками. В этом году у вас был номер с Рианой Балбековой, и, наверное, он был одним из самых ярких номеров концерта в целом. Как рождался этот номер?
Ну, так получилось, что, да, для меня написали песню, она там «Джанла» называется, то есть как раз подходит к тому, что, как называется наш конкурс, да, «Джанла Сес». Вот, двигайся, то есть это вот какой-то мотиватор дает тому, чтобы сделать это интересно, смотрибельно, то есть продукт, он должен быть качественным, да, опять-таки. Как он рождался, когда, если оба людей творческих заинтересованы, чтобы этот проект выдался интересным, прекрасным, вообще таким, чтобы взорвал все, что можно было взорвать, ну это я так говорю, да, образно говоря, то тогда и будет, естественно, результат. Риана Балбекова талантливо к этому, то есть подошла. Я все-таки начал как бы говорить свои там наставления, говорю: Риана, нужно будет делать там так или вот это. Ты согласна с этим? Тебе интересно это? Да, потому что я же опять-таки говорю, что молодежь на сегодняшний день совсем с другим взглядом на музыку, на жизнь. И так получилось, что наш проект, он как-то интересно в глаза так зрителям пошел так на бум. И мне, честно говоря, я вам признаюсь честно, мне очень самому понравилось. Потому что и сколько мы работали над тем проектом, чтобы задник хорошо, там, да, там анимация была интересная. Графика. Да, с Русланом Мустафаевым, там, как это мы готовили, все время связывались. Потом снимали такой небольшой, придумали сделать ролик, чтобы этот ролик, он как-то вот вписался в начале нашей песни. Где-то что-то поменяли, где-то что-то подкрутили, скажем так. Ну, то есть я думаю, что вот он пошел, и очень даже хорошо. Какая будет следующая песня? Следующая песня будет «Харамхаза». Buyurunuz. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Bahçede kırım kızı, gökte şoban yıldızı. Kalem gibi kaşları, 18'dir yaşları. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Bahçede kırım kızı, yanakları kırmızı. Alma verdim almadı, ben peşinde kalmadım. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Hop! Bahçede gül melevşe, kaşların koşe koşe. Güzelim seni görsem, aklıma kırım düşe. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Gel seni alayım, ben de senin olayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Baban razı olmasa, ben çaresini tapayım. Марлен Аха, как вы оцениваете современную крымско-татарскую музыку? На сегодняшний день, конечно, оценка хорошая. Знаете почему? Потому что все-таки наша музыка, например, если брать современную крымско-татарскую эстраду, она потихоньку начинает двигаться. Ну, не стоит на месте, самое главное, но медленно очень идет. Но самое главное, что идет развитие. На сегодняшний день много, так смотришь, молодых исполнителей, вот, и скорее всего, я думаю, все идет положительно и своим чередом. И в какое-то время о нашей музыке будут говорить по всему миру. Сметолса. Что бы хотелось изменить в крымско-татарской музыке? А зачем менять музыку крымско-татарскую? Я думаю, ничего не хотелось бы изменить. Хотелось бы, чтобы если артист делает какой-то продукт,
то хотелось бы, чтобы артист этот продукт предоставлял качественно. То есть, чтобы контент артиста, певца было намного качественнее, чем когда-то там лет 15 назад, 10 назад, 5 лет назад. Сегодня я думаю, что есть большая возможность предоставлять нашим слушателям, зрителям хорошую музыку. На сегодняшний день большое влияние на крымско-татарскую музыку в целом имеет культура других народов и зарубежная музыка. Как вы на это смотрите? Нормально, потому что я себя считаю больше эстрадным исполнителем, поэтому я слушаю музыку и современную, и то есть черпать из этой музыки, я думаю, что это нормально. Но самое главное, не делать каких-то вот конкретных сложных перемешиваний с, например, наша музыка, да, если ты хочешь исполнить, сделать ее эстрадной, но чтобы обязательно звучал наш крымско-татарский колорит. Я вот как бы за это цепляюсь. А как вы смотрите на то, когда некоторые артисты берут какую-то азербайджанскую, кавказскую, армянскую песню, делают крымско-татарскую аранжировку на нее и потом исполняют? Ну, это такой интересный вопрос, о котором можно, в принципе, все время говорить. Может быть, для кого-то это хорошо, то есть, да, для тех же наших слушателей. Кто-то это принимает, кто-то воспринимает. Для меня, ну, сегодня эта музыка прозвучит, а завтра будет уже звучать совершенно новое. То есть, я опять-таки говорю, что нужно все-таки держаться за то, чтобы крымско-татарская музыка звучала не только в народном, да, стиле, в направлении народном, но и в эстрадном направлении. Ну, наверное, сейчас мы попросим вас исполнить крымско-татарскую народную песню «Балахчием». Да. Выронес. Balıkçıyım, balıkçıyım. Akan su var mekanımdır. Belki bugün, belki yarın. Ağdağlar kefinimdir. Belki bugün, belki yarın. Ağdağlar kefinimdir. Suf doldurdum şişelere. Selam olsun aşelere. Herkes sevdiğini sarmış. Ben kaldım boş boş ellere. Herkes sevdiğini sarmış. Ben kaldım boş boş ellere. Balıkçıyım, balıkçıyım. Akan sular mekanımdır. Belki bugün, belki yarın. Ağdağlar kefinimdir. Belki bugün, belki yarın. Ağdağlar kefinimdir. Марлен-аха, давайте заглянем в закулисную жизнь. Там всегда очень много ярких, интересных моментов, смешных. Можете рассказать о них? Да, были такие моменты интересные. Как-то мы с Линией Измайловой записали дуэт и хотели его представить на одном из благотворительных концертов. Это было давно, лет 15 назад, наверное, вот так вот. Проходил он в Крымско-татарском театре.
Ну, то есть, как иногда, как проходят концерты, должен всегда быть администратор, да, как бы, который должен прийти и предупредить, что через пару выступления ваши с Линье. И так получилось, что мы сидим в гримерке, Линье как раз откуда-то приехала и говорит, я что-то так хочу послушать, говорит, наших артистов, говорит, я буду за кулисами стоять. Я говорю, ну если у тебя будет возможность, говорю, пожалуйста, отправь кого-то и позови меня, когда мы будем выступать. Да, все хорошо, все прекрасно, все интересно. И что-то мы сидим, общаемся, я не помню, кто там, с кем мы сидели, Зера была, Кинжикаева, там еще кто-то, то есть мы все сидим, общаемся, вот, да, там о наших насущных музыкальных там проблемах, что и как, зачем, почему. Что-то я сижу, и я даже вообще не задумываясь о том, что скоро вот сейчас наше выступление, а мы все разговариваем. И тут неожиданно врывается в гримерку Линье. Марлен, ты все пропустил. Я говорю, что случилось? Что это было? Она говорит, я только что наш дуэт пела сама. Вот, то есть, вот такая одна история, то есть одна из историй, которые можно вспоминать, и, то есть добрая такая история. Так получилось, что она, да, пела наш дуэт сама. Ну и все прошло потом интересно очень. Мы ее спели потом где-то на других концертах, уже начали петь вдвоем. Расскажите, в чем секрет успеха? Секрет успеха. Надо быть все время улыбчивым, счастливым и думать только о хорошем. Угу. Какие у вас планы на будущее? Сейчас записываю одну песню, один трек с нашим крымско-татарским молодым музыкантом, инструменталистом. Я так скажу, это типа полусекретом. И я думаю, что в ближайшее время эту песню вы в скором времени услышите. Belki bu sözlerime bu darkak fikirime bu tutuk nefesime içlayıp dikilsin sen yalandan sarhoşlandım yürekten yaralandım değilsin sen, yalandan sarhoşlandım, yürekten yaralandım, sevgiden azaplandım, hiç suçlu değilsin sen. Vakit kalbime melgem, zevk alıp onu içem. Bir dikiz vursa yürek, baş yürütmek ne gerek, yalandan sarhoşlandım, yürekten yaralandım, sevgiden azaplandım, hiç suçlu değilsin sen, yalandan sarhoşlandım, yürekten yaralandım. Hiç suçlu değilsin sen. Yalandan sarhoşlandım, yürekten yaralandım,
Sevgiden azaplandım. Hiç suçlu değilsin sen. Sevgiden azaplandım. Hiç suçlu değilsin sen. Sevgiden azaplandım. Hiç suçlu değilsin sen. На этом наш акустический концерт подошел к концу. С нами был Марлен Ситаров и замечательные музыканты Ружди Меметов и Марлен Халилов. Мы постарались подарить вам порцию хорошего настроения. Надеюсь, у нас получилось. Оставайтесь дома и смотрите QTV.